Включаем камеру. Включаем. Будут все представлять. Здравствуйте всем. Кто нас смотрит на YouTube. Мы начинаем трансляцию нашего мастер-класса, предпоследнего мастер-класса по проекту «Вековые традиции через время и расстояние». И мы передаем слово Алисе. Всем привет! Меня зовут Алиса. И сегодня мы будем разбирать, точнее, наш культурный режим. Мы будем делать картину «Ленинские столбы». Пожалуйста, все свои работы поверните вертикально, то есть горизонтально. Пути материалы на мешке. Нам нужен материал какая-то паста железная, акриловая. Они бывают двух видов. Бывает грубая, а также бывает другая. Там очень много разных консистенций, бывают прозрачные, бывают еще как лайс, как речина. А у нас тут обычная такая продукта будет. Можно, конечно, использовать акриловые краски, самые обыкновенные, которые в художественном магазине продаются. Но можно также использовать озеро, а также тоники, которые с цветного рынка, как акрила, или пасты колера. Алиса, можно так и сесть? Напротив сесть. Ага, вот. Вот очень хорошо. Вот. А дальше нам нужна вода, стакан воды. Это нужно для того, чтобы рисовать краску цветную. Вот. А дальше нам нужны мастихины. Мастихины бывают разные. И тонкие. Это рыбка называется. Вот такие мастихины. А есть еще красивые. Да, мы будем использовать 10 мастихинов. Большие удобно смешивать, а маленькие удобно делать какие-то несложные моменты. Вот. Да. Надо отсюда отключить. Карандаш не нужен, да? Карандаш нам не нужен. Берем пасту, взяли вот эту пасту, положили сюда. Обязательно найдите, пожалуйста, в телефоне Ленинские столбы. Кто есть в группе, можете фотографию взять отсюда, а можете в Гугле найти. Я буду рисовать вот эти ленинские столбы. Я думаю, что должно быть такой картина. Вот такая у меня. Ага, вы с этого телефона зашли, да, в Zoom? Зуб пустить. Zoom вести надо, чтобы...
Когда мы берем голубой цвет. Идем такой синий цвет. Это правильно, очень сильно красит. Поэтому попробуйте сперва поменьше цвета нравится. И смешиваем. Да, пастой смешиваем. Совсем мало немножко красить добавлять нужно. Если не видно, можете подойти. Совсем чуть-чуть добавляем. Рядышком делайте посветлее, там добавляете пасту. Там немножко меньше еще красоты. Если сохнет, нужно добавлять чуть-чуть воды. Совсем капельку. Ребята, берем синий цвет, туда добавляем пасту. Совсем синего, совсем чуть-чуть надо добавить, чтобы было посветлее. Можете подойти, посмотреть. Да, очень Если совсем хочется такой яркий голубой сделать, можно синий чуть-чуть добавить, чуть-чуть желтого, но не сильно. Это у нас небо будет. Спасибо. Смешивать можно однородно, а можно не полностью смешивать. Подойдите, пожалуйста.
Чтобы посмотреть, как на почте ложится может говорить. Получается, смотрите. Можно по-разному модельки говорить. Это я тоненький насыщенно вижу. Смотрите, вы делаете ровно, да? Это у нас повторное дело. Поэтому старайтесь делать как по-разному говорить. Смотрите, если мы будем вот так делать, по-другому гладко. Гладко не должно быть. А потом, если мы хотим посветлее сделать, берем дело, немножко смещаем этим цветом, не сильно. А сверху немножко длиннее делается, потому что когда мы делаем фотографии, всегда сверху бывает длиннее, а потом уже светлее, и где у нас горизонт, светлее становится. Это называется, вот горизонт, это называется воздушное освещение. Он сильно много повторения добавляет, что не приходит. Так тоже можно. Это небо у нас где-то длиннее, ближе к горизонту будет светлее. На стихидах писать картины у всех получается, потому что это не кисть, значит, легче бывает, для школы учиться. Не знаешь, но это будет одиночный. Это нормально. А это вот сказано, что
Можно очень красивые рисунки делать, пейзажи картины. Еще в музее у нас картины есть. Да, Там в национальной библиотеке выставка. Там в национальной библиотеке идет выставка. Можете посетить и посмотреть именно фактурные картины. Там есть птички и очень яркие картины. Вот. А можно еще делать цветы фактурные, очень красивые. Они будут 1/3 объема. То есть вот это у нас более плоская картина. А можно очень огромные сделать. И объемные картины, они тоже можно их резать, или можно стол положить. Вот так немножко сверху затемняем. Можно здесь посмотреть. Вот с этой стороны я сделаю ниже, вот с этой стороны выше, потому что здесь немножко выше будут наши сопки, наши скалы, а потом здесь же в этой области будет сужаться. Здесь я оставила для нашей реки место. И немножко хочу сказать. Всегда нужно везде брать краски, чтобы со временем они начинают темнеть. Это у нас акрил, такие свойства акрил. Поэтому нужно немножко светлее брать краски. Да, и быстро сохнет. Поэтому старайтесь время от времени добавлять немножко воды. Также можем сделать коричневый цвет. Берем синий и красный. Конечно, можно еще темнее цвет, немножко черного добавить.
Без разницы. Но я буду показывать, как мы будем делать скалы. Также, если больше посветлее сделать, можно еще туда добавить желтый. То есть разным оттенком стараюсь сделать. Когда мы желтый добавляем, у нас немножко такой охристый, грязный цвет получается, темный. Вода в него сразу будет продолжать. Можно? Можно. Также можно и воду сделать. Если у вас фарма заканчивается, то извините, пожалуйста, еще. Вот. На руками наши длиннее. Потом можно, ребята, сперва с темного начинаем, а потом уже можно добавлять светлый. То есть у нас фактура и фактор очень быстро сохнет. Поэтому сперва темный положить, а можно уже желтый поверх положить. Но нужно немножко подождать, чтобы сохнет. Нужно рейку сделать. Сильно жидко делаете. Надо немножко жидко мешать. Чуть-чуть глубоко и больше. Да, молодец. Очень сейчас тоже будет. Молодцы, да, это очень хорошо. Как раз глубоко пойдет немножко поменьше. Шикарное соло. Можешь чуть-чуть осветлять. Вот приоритетно идет, а потом уже немножко хорошо. Мне кажется, вот это все интересно. У вас и немножко сюда надо лишь какие-то профессионалы делать. У вас так профессионалы. У вас здесь идет больше просто нам нужно сделать темный, вот именно темный. Там они освещены. Здесь достаточно, можно немножко попробовать. Мы избавляемся от белого картона. Очень много. Можете какие-то цветы, можете поставить. Можете уже начинать что-нибудь делать.
Ребята, минуточку внимания. Чтобы сделать планы наши, начинать с самого темного. Это наши тени будут. Это больше будет чернее. То есть вы, конечно, сильно темный ложите, просто сделайте что-нибудь коричневое. Это может быть с красным синим цветом. Даже немножко перечить синий, тоже хорошо, что белый бывает. Лучше синий, у нас не сильно коричневый, у нас самые и оранжевые разных оттенков. Давайте я немножко покажу, как стало делать. Немножко можно, и, конечно, так, но мы очень немножко по-другому разложить. Ну, немножко, можете сюда подойти и посмотреть, как мы стало делать. Или можете посмотреть на экран. Да? Вот сюда. Вот у меня немножко перевернула, получается, черный добавила, да? Потому что у меня здесь очень много таких перевернутых оттенков. Сиреневые тени. Я беру тоненький мастихин, беру немножко побольше красок, пасты, вот, пусто, да? И вот так ложу. Где надо, отмечаю темные сперва. Отметила темные. Потом, если я хочу светлые сделать, я поверх начинаю ложить. А потом остальные красные начинаю ложить. То есть светлые и оранжевые и красные. То есть нужно вот так на сиденье держать. И немножко густо брать. Рыбу можно и сейчас, а можно и потом. Но для того, чтобы сразу сделать ребята, лучше еще сделать траву, то есть наши деревья. Вот наши деревья нужно, да. То, что сперва нужно начинать с того, что мы делаем фон, наше небо, а потом мы делаем наши деревья, а потом скалы и река в последнюю очередь, потому что река ближе к нам находится. Но можно и по-другому, то есть правила искусства нарушаются. Еще момент. Не обязательно нужно делать прям копии нашей картины, да? То есть можно фантазировать, да, что-то свое добавлять. Можно очень ярко сделать. То есть не обязательно делать
Видно по фотографии. Чтобы светлый зеленый цвет сделать, можно в зеленый добавлять желтый. Если хочется очень чистые и яркие цвета получать, можно акриловые краски обычные художественные покупать. Но заметьте, если мы делаем акриловые краски обычные художественные, то нужно очень много красок добавлять, потому что они не как колбы яркие. Можно стихи по-разному изучать, попробовать. Я сейчас немножко объясняю белые тени. Это наши деревья. Деревья тоже в темных ночах, да? Да, нужно обязательно покорректировать смотреть. Ну, конечно, можно интенсивно, надо смотреть, чтобы они не были одинаковыми. Где-то подлиннее, где-то меньше будет. Вот так я густо беру, нравится, да? Буду много раз использовать. То есть вот совсем тоненькие надо будет.
не выезда. И у меня, получается, в Сирии было много правил, поэтому я много раз пользовалась. Я сейчас просто хаотично ложу, а потом уже ближе будет картинки. У меня немножко приветливый цвет, потому что теневые у меня немножко двигаются, да. Значит, где-то вижу какие-то моменты, действительно где-то темнеет, значит, это означает, чтобы легче было работать дальше. Если какие-нибудь вопросы, спрашивайте, да, не стесняйтесь. Синий, красный, коричневый. А он потом еще а можно еще сделать, давайте, потому что больше консистенции нужно по чуть-чуть добавлять, чтобы больше цвет получить. Не забывайте воду добавлять, потому что у нас паста очень высокосортная. Нужно хаотично играть, чтобы не обязательно не видеть. Это если далеко, где есть одинаковые. Но когда у вас больше интересно, такие картины очень интересны. То есть не нужно делать фотографии. Черного больше не надо дать.
Если на стихи, начинается это изделие. Хорошо. Немножко красный, замечательно называется, третий и немножко оставить цвет, такой зеленый. Цвет обычно не делают, потому что у нас потом будет красные цвета, оранжевые. То есть очень много разных цветов надо вложить, чтобы получить интересную картину. Пусть этот цвет, который потом не получили, пусть они того не будет. Все равно потом цвет будет заменяться. Я сейчас уже светлая, уже наши деревья немножко темные, да? Можно еще желтого добавить. Где-то поставила такие желтые. Если хотите заниматься именно массивным, именно повторным живописью, тогда нужно все равно где-то в интернете посмотреть, и можете узнать, что, оказывается, есть очень много разных других массивов, они разные не только по размеру, но они еще могут быть и как и формы фигуры, да, там травы, то есть где очень больше 200 разных массивов делают. Сейчас мы только узнали, что у нас рыбка есть на стихи планете, да? Эти массивы хорошо писать не только по картону, но и по холсту, и даже масляными красками. А те лопатки, которые широкие, ими хорошо краски смешивают. Вот. И есть, конечно, очень много разных стихинов. Есть специальные виды, травы, да, есть тоненькие и разные формы. Это я узнала, что в Европе именно занимаются подспудной живописью. То есть очень много стихинов есть. Но, к сожалению, такие стихи у нас не продаются. Конечно, можно их заказывать. Сейчас нужно еще немножко светлее сделать. Зеленый я добавляю желтый.
Теперь немножко добавляешь краски. И получаем светло-зеленый. Почему мы используем так мало ограниченных цветов? Это нужно для того, чтобы для начинающих было, немножко сложнее будет, но когда будете смешивать краски, и вы поймете, какие цвета вы сможете получить. Туда легче работать будет. А для профессионалов имеется очень много оттенков красок. Это делается для того, чтобы экономить время. Но нужно все равно знать основу. Чем дальше я краски, тем у меня больше получается. То есть послойно ложить. Но густота на стихии такая же, как до этого была. Просто у меня начинает подсыхать, я начинаю затем уже осветлять. Но нужно уже посмотреть на картинку. Где-то, если у вас именно это картину рисуете, то можно заметить немножко где-то оранжевый. Можно тогда, если у вас желтый такой темный, можете такой цвет выбрать. Если совсем хочется оранжевый, можно красный добавить немножко, чуть-чуть. Еще момент. Если у вас формат маленький, бывает еще маленькие форматы, меньше, чем у вас, это делается именно для фактуры, именно для цветов, да, мы когда-то делали розы, и было, как сказать, была очень объемная картина, вот, и тогда мы использовали совсем маленькие стихи. А сейчас, тем больше ваш формат, тем больше должен быть ваш стихи. То есть из вашего формата пойдет сейчас то, что есть у вас, а бывают вообще огромные картины, и можно уже использовать совсем большими стихиями. Ну, конечно, маленькие мастихины, это наши лопаточки, и эти мастихины можно, чем меньше, даже можно очень хорошо работать. То есть молочки совсем маленькие будут. Зато будет совсем тоже очень классно и интересно. Большие мастихины используют для того, чтобы очень быстро заполнить наш фон и сделать именные. Да? Это делается для того, чтобы быстрее работать. Все равно постепенно мы переходим на маленькие массивы, чтобы уже делать конкретику, то есть детализировать.
И будьте осторожны с красками, потому что если на одежду краска попадет, и не акриловая краска, вот краска наша, то есть отстирать не получится. И любая акриловая краска не отстирывается в одежду. Поэтому можно рисовать акриловыми красками по ткани. Да, они ничем не отличаются. Просто на женщине здесь ткани, а можно обычные, да. Даже можно эти колеры использовать. Просто они дороже. Это как маркетинг, да? Да, понятно. Также, ребята, можно использовать не такие пасты, если вы стены будете фактурными рисовать. Можно просто какую-то на купить. Если мешаете, туда добавлять уже цвета кожи. То есть не обязательно такую дорогущую покупать. Немножко насыщение вертикальной движения. Вот так вот. Чтобы придать форму, да? Можно делать все по форме.
Наоборот, только какие-то сильные детские сады, они не скажу, что. Поэтому нужно начинать, потом уже ловить меньше воды и повышенный вид, и еще раз. Да, основа живет, и теперь еще один, когда немножко лежит. Да, молодежь тоже очень интересная. Можно чуть красный, по чуть-чуть. Если правда, заканчивается, да, будет так. Немножко можно задумать. Знаете, теперь делается для того, чтобы сделать объем нашей картины. То есть старайтесь с темного начинать, чтобы легче было. Потом уже не запоминать, потому что запоминать будет намного сложнее. Да. Можно добавить немножечко. Молодец. Классно. Но здесь я немножко еще добавила бы. Вот что вообще делать, да? Нужно тоже смотреть, конечно, ваше времени нет. Но тоже молодец, первого раза хорошо. Что вообще, что здесь делать? Старайтесь горизонтально ложить. Ага. И поверх немножко блеск можно сделать. Вообще, акриловыми лаками можно красными. То есть, есть акрил матовый, а есть глянцевый, да? Интересно, хорошо. Это можно еще немножко изменить. Вообще максимум лишка. Если у вас время, может быть. Можно, конечно, но будет немножко, как бы сказать, здесь, где-то сложно, что можно сделать. Поэтому, пожалуйста, отправляйте свои работы в WhatsApp нашему руководителю. Фотографии ваших работ. Работу выбираете. Или можете для выставки оставить. Потом выбрать. Очень хорошо выбрал. Вот, немножко красный, может красный с желтым смешать и получить такой оранжевый цвет, да? То есть, если такие всегда будет присутствовать, надо полить сделать. Отлично, где-то немножко крупнее желтый добавить. Тем больше, вот даже не больше, вот пусть цвету. Потом чуть-чуть добавляем.
Вот. Сильно рисовать не нужно. Смотрите, спокойно оставить форму и потом будет подсыхать и будет еще цветненький. И форма хорошая. Просто сейчас уже не надо хороший но сейчас можно подождать, на 5 минут сразу, а потом уже какие-то и, ребята, в какое время есть концерт, делаем общество праздника. Кто может еще немножко раньше выйти? Поэтому желтый конечно, тем раньше, да? Очень классно. Можно еще самое желтое, работать с темным начинаешь. Если ты уже темный, не сможешь избегать. И еще нужно набрать нам краску цветом ставить. Тут тоже будет хорошо. И все равно будет если она видится, можно сделать такие. Я еще покажу, как это делается. Там такие можно немножко пояснение. Я бы хотела поблагодарить В микрофон говори, Аида. Микрофон. На фоне
В любом случае можно фильм дополнить. Ага. А почему сейчас это не все онлайн? А где вот скачаться можно на в основном через Chrome бесплатно. Можно? Не, вот здесь. Здесь съемка. А то, чтобы нормально было. А чтобы не заходишь, не пропадаешь, и тогда немножко, я ничего не изменилась, я лучше там, я только далеко. Я же сама наверное, спать пора. Вообще человек
Не получается. Очень трудно. Ага. Сначала белый цвет, даже цвет, который у нас лежал, это коричневый, желтый, немножко коричневый. Я смешала синий, то есть красный и немножко черный, получила цвет ламбры. Потом сюда добавила вот такой темный желтый, и у нас получился такой ахристый. Мы пытаемся сделать так, чтобы наша картина была интересной, и добавляем туда разные оттенки. То есть вот от фиолетового до белого. То есть здесь у нас не только такие авторские оттенки, но и будут немножко быть разные добавления. Скорее всего, это будет с желтым, чуть темно-оранжевым. Старайтесь немножко достать, мы берем больше красок, точнее пасту, побольше берем, чтобы положить. Можно посмотреть, как было искал. Вот такая примерная высота. Можно все-таки сделать. Но так немножко по-другому уже отличается, да? Немножко сильно. А можно еще просто выше. Когда мы загадываем, как он пишет его, что не кошает. А можно куда-то подключить? Есть, но она как-то вот это.
Она вот такая. Я по памяти теперь буду рисовать. Мне батарейка села. Может, но смотрим. Ага. У нас очень А нет. Там несколько раз. Да, я маму рисовала, Да, мама рисовала, кто-то еще что-то рисовала. Да. Какие-то пейзажи. Да. Вот именно. Детский садовник. Детский садовник. Я уже увидела, естественно. Ой, один очень. Я сделала все, чтобы избежать работы. Но сложнее приедет, пожалуйста. Да? Так ранее? Там у нас немножко время поменялось, да? Это у меня муж ребенок. Да, зелень еще бывает. А сегодня же еще очень такой день, да, собрались, они как день. Да? Сегодня же урок, например. Чего? Да, и очень важно в этот день, я очень хочу. День лета. Да, правда, лето. Да, говорите. Я сейчас смешала желтый с красным, получил такой немножко красненькой, как сине-жженая кожа, да? Такой цвет нам очень нужен. Это для нашей скалы. Дальше, если такого цвета детям нет, если вот мы туда, ну, и станем есть. Да? Я не знаю, я как-то не особенно верю в всякую физическую фигуру и прочее, но Можно же немножко совсем светлые железные оттенки. То есть просто на белую краску добавляем, чтобы получить более светлые оттенки. и да, и да. Я хочу, чтобы она была. Я не стала сильно смешивать оттенки, делать одновременно. Я их смешиваю так, чтобы где-то местами уже разные оттенки были. То есть здесь не смешанный цвет. Там присутствует белый и немножко оранжевый и желтый.
Так можно сразу несколько оттенков вложить. То есть не обязательно делать однородный цвет. И видите, сразу несколько оттенков вложится. Потому что на стихии у меня 3 цвета. Не поставьте пятерку. Молодец, ставлю 5 цветов. Где-то закончил. Можно еще отражение посильнее сделать, потому что на длину идет, и где-то немножко отражения нет. Ну, не добавьте. Овдики барынки, Аида. Туда встаньте, чтобы экран. Да, нас еще потом всех вместе скажут. Обязательно. Надя, Яна. Где-то закончили ногти. Потом вообще потом сделаем картинку. Ходите. А мусор куда положить? Он там правильно. Мы имеем со временем больше красного покроя, и объем волос становится больше. Кстати, видимо, что она все открывает. Вообще там делают. А дальше самый цвет можно на конце. А я хочу картину Дашу где забрать. Можно? А я вам свою подарю. От женщины. Вот можно посмотреть, сколько уже несколько оттенков можно вложить. Вот так не смысл.
Надо, что ли, приезжается. Ну, по тебя. Несколько цветов сразу. То есть не смешиваем, можно добавлять больше оттенков. Когда одновременно делаете это очень сложно. Звучит разные оттенки. Белый можно, пожалуйста. Белый. Можно добавлять потом как но лучше говорят, может отдавать, можно не больше. Белый все равно смешивается с другими желтыми и получается красный. Это мне правочку. Что меня бесит. Девочки, я умею рисовать сюрреализм.
Я уснула. Я поела вкусную продукты. Время было на реку. Можно заметить отражение. Можно заметить отражение и как ставится вода. Но клей мы будем тоже делать. То есть мы тоже делаем такое же отражение и снизу. Это мы акрилом рисовать, да? У меня вот я чуть поспешила. Намечаю, Можно добавить? Так смотри. Можешь? А рисовали вот этого обозначения. или рисовать, а потом делать. Да, можно. Вот смотрите, обязательно нужно снизу такая высокая воду делать отражение, а потом далее воду делать. Старайтесь это быстро делать. Конечно, будет намного сложнее, чем построить, потому что сперва нужно основу делать, а потом уже как бы визуализировать. То есть то, что движет нас. Мастихи старайтесь держать как я, то есть сверху вниз идет, держим горизонтально, потому что она будет смываться нижняя сторона.
Я визуально человек, если когда ты, допустим, одеваешь постоянно тебя дергают, стыгают, лезут на порядок туда и прочее. Можно уже немножко свидетельную работу, уже интегральную песню. Там, короче, если хорошо, это 13-го сидела, но мне без 15-го, кстати, да, а на выходные мы идем на выходные 17-го. Я никогда не знаю. Я думаю, что папа сказал, что пойду. Да? Каждый день. Я говорю, дальше туда. Ну, нет. Я с вами маленькая. Я ходила. Я сказала, что я у меня здесь создание. Это я если бы уже Здесь еще присутствует песок. Нужно немножко сделать такой песочный цвет. Тоже добавляем белый, если чуть-чуть красного и немножко желтого. Ой, очень сильно красит, поэтому это чуть-чуть добавляем. Дальше немножко больше беру и держу горизонтально. И снизу густо ложу, где у нас будет песок. Можно вот так делать, и жаль. Надо просто говорить, потому что знаешь, Нормально, такие продукты я бы себе с собой. получаем после этого, мы сообщите, чтобы нас веселило, потому что наши краски, они без строительных можно строительных использовать, можно также и соседние если у нас еще не лицо, но наши краски, наши глаза, то это намного сложнее будет. Здесь мы немножко больше ложим.
тем ближе, тем больше. Здесь там слой, потом далее и поверх свет. То есть вся цивилизация — это самая близкая часть. И наши, конечно, на следующем уроке у нас жидкое тоже продукты. Да, а если вы находитесь рядом, Да, можно и так делать. Либо просто вот так. Знаешь, что это не я заметила, а если я сердечко, а из-за того, когда перешагиваю, есть уж урны. Я еще не перестала. Нет, я бабушка есть, мы все время, если мы так маленькие, я вот эти все время смеялся. хвалить на урок можно. Да, правильно, хвалить можно. И так в жизни много всякого, да? Сзади надо написать картину дату и роскошь, да? Или великого. Я самая. Я самая. Я первый раз, когда была в этом литературном музее, в детстве, да, я была пионером. Даже я была. И, оказывается, такой продвинутый музей был, что мне было так стыдно, я, короче, нам одели, когда я такого не видела, нам одели костюмы, сшитые, дети, они типа синие, ага, из какой-то ткани, типа, образцовка, что-то. И мы такие понимали, когда мы чувствовали себя инопланетянами. Фотографии даже где-то есть, наверное. Нас нет, они нас фотографировали. И тогда я в первый раз одела боксер. И потом я поняла, это совсем не стыдно. А тогда почему-то казалось, так никто никогда не одевал. И не видела. Что умеешь, да? Да. Все мохнатые животные. Здесь вообще не стоит. Нельзя, надо постоянно. Нет, психологически очень много будет. Связанные с писателями, да? Есть, да? Ага, с художественным творчеством. Если рядом же Я тоже здесь много раз была. Изначально прямого, про одетых, а нет, про одежду не строила. Хорошим тоже наши родственники пишет. Вот. Он первым написал, что он Бог, записал, а потом уже
делаем воду. Конечно, если именно на картинку смотреть, можно еще возле песка немножко темноты добавить. Давайте немножко вместе, потому что теряется граница. Всех разные. Я вдруг тебе очень ставила. А дальше что мы тебе говорим? Может, хотела, а дальше хотела, да, что хотела, а дальше хотела. Знаете, вообще как остается. А ты что хочешь вообще? А вы вообще не хотела, да? Онлайн рисовала, да, во время пандемии. А что так я буду, знаете, знакомилась я на мастер-классе. Я, конечно, много цветов добавила, чтобы клубнику еще больше. Красный, желтый, синий и черный. Надо стараться очень долго не сделать. Вас приглашаю на пленэр. Приглашай? Давайте мы делаем вместе. Здорово. Уже так просто. Классно, да? Спасибо. Я знаю место, где ездят художники, да, и даже наш преподаватель Михаил, вот, можно согласиться. Это недалеко от Покровский край, либо 15, либо 15 километров. Да, сколько и но сейчас там растет очень много подснежников, я только что говорить приехала. Не доезжают давно Не доезжаю. Я рада, Там, да, там есть вот здесь вот такие круглые эти города, ой, тарелки. Да, райцентр, правильно. То есть это дальше музыкальная школа, ну, где-то там между, на повороте. Давайте сейчас поедем. К сожалению, можно слышать, где даже Я никогда не видела, что вся гора желтая. Вся я помню, вы сами были А еще в сторону Владимиров есть хорошее место. Ну, там красивые деревья. Деревья я хочу. В свете 10 июня. Мы ездили в Россию. 10 июня давайте во время лука зеленого. Юлия Песков стоит знакомая, да? Она вот все время там выкладывает, она вот эти как Классно. Давай, что мы можем также рельефные картины писать. Это намного проще, но смотрится классно. Да. Цветы можно и Ну, давайте попробовать. сделаем. Только нам нужно вам выбрать формат 86.
потому что сложно писать в маленький формат. Пусть каждый придется этим со своим. Просто. Как раз будет даже цветом какого-то июня. День тогда. А гуашь работает? Гуашь тоже можно. Ну там воду надо с собой брать. Но гуаши и картины, они недолго сохраняются. Да. Нет, и нельзя рисовать. Французы, кстати, очень любят гуашь. И есть один известный художник, где его картины продаются за очень дорого, именно гуаши. Ну, конечно, не все художники выбирают гуашь. Многие маслом пишут. И акрилом. А также акварель. Да. А если масло выбирать, то можно испачкаться и машину испачкать, и свои вещи, стол. Но маслом писать тоже нужно, согласна. Просто поярче будет и объемнее. Я у Алиф, да, нарисовала на юбилей отца портрет папы. Потом на юбилей мамы пришла, тоже нарисовала портрет. А до этого просто ходила на руки. И сейчас я очень рада, Алиф, записывайтесь, да? То, что я хотела, как я хотела, и родителям очень понравился именно этот подарок. Они такой, ну, что бы я бы не сделала, да. И потом это останется на память. Например, будет папа уже нет, да, а картина осталась. Это не фотография, она уже как красивая, совсем достойна, достойного человека. Такая память, это всегда так здорово все-таки, что я пошла, нашла время и сделала это. Там у нас несколько было, но они всегда меня не. Я же вообще очень много подойти, всем объяснить, все поддерживать. Да, мы раньше не Нет, поддерживали. все каждый, что хотел. Точно так, такое было. Там очень много картинок, и выбирали, и может каждый свой принести. Да. Вообще я считаю, что портреты надо рисовать по главам, потому что сама не видишь его. Привыкаешь каким-то особым чертам. Вот тут надо добавить На аукционе. чтобы Говорят, надо сделать. вот это не песок, да? Ага, не должны быть. Туда сюда немножко вот это вот этот зеленый надо сюда добавить. Вот так сейчас вот а можно вот так убирать? Можно не стоит делать. Или сейчас не стоит. Сейчас больше всего делать функции, да? Просто поверх но больше делать. А потом, когда уже надо технику воды, сейчас я просто красная, может посмотреть дальше. Сейчас технику воды будем делать. Я беру много пасты.
Немножко воды добавляю, чуть-чуть. И сюда я добавляю слегка. Сперва по чуть-чуть добавляю синего. И немножко это все я отдельно ложу. Это будет для наших языков. Сюда я еще добавляю голубого, уже чуть побольше. И цвет у меня немножко не сильно яркий голубой, да? Конечно, можно и такой цвет где-то оставить немножко. Местами мы будем этот цвет использовать. И сюда же мы добавим чуть-чуть красного, чтобы получить наш сиреневый, более интересный цвет. Возможно, у вас синий никак не яркий. Вот. Так и получилось цвет воды. Только не сильно. Вот тут помните, а тут вот такой сиреневый получился. Можно здесь слегка голубой. Можно вот так визуально наш коктейль. Вот смотрите, если приблизить, можно увидеть, что вот здесь окружение, вот здесь не надо красить, да, и здесь не надо. То есть вот эта линия где-то посередине. То есть я беру где-то немножко слегка вот так и густо беру. И пробую сюда местами. Перекусаю, воду ложу вот так. И где-то будет цепляться, потому что здесь вот так можно попробовать вот так. Тоже по-разному пробуйте, немножко воды добавить. То есть сильно сухо. Почему у вас такая красивая картина? А у меня почему не так? У вас все равно получится, надо немножко набить руку, попрактиковаться, и со временем все получается. Но цвет, ребята, можете не только такой сделать, да? Нам нужно, чтобы немножко отражение вот этого оставалось, да? А потом слегка белый, чисто белый можете местами красить красиво. И вот так, чуть-чуть углом берем, ребята, и слегка вот так просто ложим. Мгм. Да, отражение нашли. Надо отражение. Почему
Так немножко слов. Так интересно, немножко заявить тоже немножко. О, салфетки, тоже интересно. Очень интересно. Можно сесть сюда, слегка такие сделаны, интересно, много видно, и слегка чуть-чуть красное, слегка остались, это не стиль, ничего, и я нравится комментация, да, когда мы все знаем, все добавили, не видели, да, когда будет здесь, я уже немножко с делом нахожусь. Я не касаюсь. Иногда белым цветом очень с голубым, но ты можешь белым, потому что все равно белый смешается с голубым, и все равно получится такой цвет. И можно что. А можно еще немножко добавлять темно-синего. Давайте немножко добавим, чтобы разнообразить наши краски. Можно таким поворачивать в любую сторону. Но самое главное, чтобы ладошки вам было удобно держать. Вот, если там больше оттенков добавляем, интересно становится, да?
говорится, Алиф, это ваше имя и фамилия? Алиф — это моя имя, Алиф — это мой Псевдоним. псевдоним. Алиф, это реально имя. Это жизненный псевдоним. Я сразу думала, что это девушка. Что говорила, Сейчас я напишу, что она вообще написала ВКонтакте Александра. ВКонтакте поблагодарила. Много лайков. По-моему, прям срисовала. Я не была через одну секунду. Я через секунду. И буду делать руки. если вы добавили на руках, нужно немножко это Вот у меня вот так как будто подсвечивает. Хорошо, и сейчас еще внутри больше цветно, немножко синего. Я где-то вот так выделила, так, и цветно.
Это всего лишь информация нет. Я просто не люблю сегодня тоже. Сказать, я не собираюсь сказать. Да. Не расширили, но это моя фишка. У меня поскольку у нас ничего не написано. Да, конечно, жизнь. Шортов, чтобы сделать себе бантик. Серьезно. Потому что если я вижу, что ты надеюсь, что ты сделать бантик, я не умею. Да. Это шутка. Ручки сделали себе. Нет, зачем? Ну, как-то купила, да, сегодня. Да. Это хочется делать, что когда я только сначала не купила, потом ножницы, которые купили со света, как лежат. Причем у меня была идея, я вчера держала. Итог у нас какой то, что, если мы немножко повторим, что мы планируем, да? Паста может быть, можно использовать не обязательно паста, а можно пасту обычно с упаковкой использовать и делать не только на картину писать, а можно шить узоры снизу или картины снизу, да? То есть можно свою картину, можно на фон сделать очень красивый, да, повторный. Вот. Гвоздик можно делать, да? А дальше можно использовать не только колер, а можно использовать белые краски. Вот. Если мы используем белые краски, то добавляем больше красок. А колер мы добавляем совсем чуть-чуть. То есть, если вы купите такие колеры, они вас надолго хватит, да, на несколько картин. Нам нужно в течение года использовать, иначе белые краски не портятся очень быстро. И поэтому нужно в течение года использовать. А что у вас дома есть такое? Еда, что-то есть? Режиссерность не нужно. Да. Ну, не сказала, что есть, мне нравится. Можно просто делать, что добавить, выбрать меню. Да, вот там можно.
Тоже замечательная работа, сразу помощь. Да, мне очень эффективно. Здесь тоже очень ясно, тоже классно. Чувствуется перспектива очень сильно. Немножко можно было чуть-чуть изменить, окружение чуть-чуть. Это все, да? Можно вот здесь строение немножко изменить. И много начинающих художников не найдет ставят ошибки, когда именно вот эти причины, да, они сильно выкрутляют, да, а нужно такие террористы, очень хорошо, вот, а некоторые, закрутляют. Ну, красиво, но с другой стороны, надо стараться, а можно было просто поменять, Показали оригинал, они содержат все это. Покажите. но это не обязательно оригинал показать, все равно нет, Нет, она сама супер. вот здесь близкие, ну, вот я тоже еще можно читать, да, я бы это сказала, мне нравится, но на большом формате взгляд может быть посмотреть, устами очень важно. Это тоже по-своему интересно. Да. Даже если следует, это очень хорошо. Можно сейчас сказать, просто делать. Чтобы грязь не попала, нужно полностью насыщать грязь. Очень красиво. Не было. Я тоже чувствовала, случайно память, что я не смогла, потому что началось, я там была. Можно менять, да? Не знаю, что ожила, Болото.
антиралия. И очень все правильно, все думают. Это очень интересно. А можно? Да, вы знаете, я думаю, так, Я не знаю, кто-то нормально нарисовать, я больше если сегодняшний день, дальше детей, я следующий не показываю, а вы начинаете. Блик на дереве, блин. Откуда там может быть блик? Потому что это главное. Видишь, у него такая белая, желтая. Он добрый.
Все больше продать. Это такая работа была сделана. То есть я не ну, тоже вариант. Большой, конечно. Я решила сесть и спрашивать, а девушка не память. Сейчас не нужно быть девушкой. Знаете, вот, если посмотреть прямо, может быть и так, да? Потому что не перспективы, а прямо но беспрестанное ожидание как раз вообще
Сергеевич, Я пытаюсь сделать только немножко побольше людей, потому что мало что получается. просто знаешь, возьми такой цвет, она всегда белая такая, это не понимаешь, искусственная вода, и также делала сильные важные дерево. Маме какие-то очень одинаковые, что она вот мне изжили. Ага. Вот так надо делать. Я уже кончила. Да, я должна просто посвятить, пусть делают просто жизнь английский. И сами, и нормально платят, для вас я чуть-чуть отойду, и подойду. Классно, немножко классно, как понравится.
Ольга Григорьевна. На последней своей Я на Саха не понимаю. Я могу запустить.
Ну, все, Валерия, сзади. А еще выше, да? Я предлагаю Вторая идея может подстать. И только закрывается Так, теперь разделись, еще раз. Еще раз, еще раз. Все готовы, да? Давайте быстренько. Дай вверх, девочки, дай.
Когда расходимся в проект, я спрашиваю Александр Закинский, директор проекта. Спасибо, что вы знали. Света. Вот генеральный директор Гулева Александр. Так, и на этом мы завершаем трансляцию нашего мастер-класса. У нас еще остался еще один мастер-класс. Он пройдет 29 мая. Следите за объявлениями.